Доверенный и старший исследователь Китая Адриан Зен в своем последнем докладе раскрыл факты о принудительном труде в Восточном Туркестане. Пекин продолжает эксплуатировать уйгурский труд для сбора хлопка и увеличения своей экономической прибыли, отмечает Зен в своем отчете. Пришло время для скоординированных международных усилий, чтобы положить конец соучастию потребителей этой жестокости. В частности, Европейский Союз должен разработать инструмент, который не только противостоит широко распространенным формам принудительного труда в глобальных цепочках поставок, но и эффективно борется с системным уйгурским принудительным трудом, поддерживаемым государством, уверен Адриан Зенс. Китай грабит ресурсы Восточного Туркестана и увеличивает свой экспорт. Согласно сообщениям китайских СМИ от 14 мая по состоянию на 7 мая, проект стационарной электропередачи Санджи-Гуцюань в Восточном Туркестане является одним из проектов так называемой стратегии экспорта электроэнергии Синьцзяна. Его строительство началось в марте 2016 года и было сдано в эксплуатацию 26 сентября 2019 года. Японское правительство заявило, что обеспокоено усилением военного сотрудничества России и Китая в Азии и что безопасность Европы не может быть отделена от безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса отреагировал на деятельность России и Китая в регионе на саммите глав МИД стран Индо-Тихоокеанского региона в столице Швеции Стокгольме. Суд в Китае приговорил гражданина США с постоянным видом на жительство в Гонконге к пожизненному заключению за шпионаж. Народный суд промежуточной инстанции в городе Суджоу, провинции Чжэцзян, вынес решение в отношении Джона Шингвана Люна, который был задержан Бюро национальной безопасности в апреле 2021 года. Суд приговорил 78-летнего гражданина США к пожизненному заключению и штрафу в размере 500 тысяч юаней, 72 тысячи долларов США в ходе закрытого судебного разбирательства по соображениям национальной безопасности. Европейский Союз на саммите G7 на этой неделе поднимет вопрос о финансовой и военной поддержке Украины, новых санкциях в отношении России и позиции, которой следует придерживаться в экономических отношениях с Китаем. На своей пресс-конференции в Брюсселе председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель представили оценки программ саммита Европейского Совета в Исландии с 16 по 17 мая, саммита лидеров G7 в Японии с 19 по 21 мая и саммита ЕС Южная Корея в Южной Корее, который состоится 22 мая. Турция пошла на выборы в воскресенье, чтобы избрать своего 13-го президента. Председатель ЦИК Ахмет Йенер объявил вчера, что выборы в Турции официально продолжатся во втором туре. Реджеп Таyyip Эрдоган, набравший 49,51% голосов в первом туре, и Кемаль Кылычдароглу, набравший 44,88% голосов, снова примут участие во втором туре 28 мая. Президент, получивший большинство действительных голосов во втором туре, будет избран.